Добрый вечер. В студии Тимур Бекмурзин. Время реальной экономики. И время обратиться к народной мудрости. Одна из них гласит: предупрежден, значит вооружен. Сейчас уже можно говорить с уверенностью, коронавирусный шок застал врасплох весь мир. Все страны переживают пандемию по-разному. Кто-то справляется более эффективно, кто-то страдает больше, но абсолютно всем нам, всем странам, вне зависимости от степени распространения коронавируса, нужно приготовиться к тяжелым временам в экономике. Они уже пришли в Европе, в Китае, в США, в нашей стране, о чем мы еще поговорим позже. Но последствия будут более чем серьезные и, увы, долгосрочные. Скорее всего, это будут последствия не на 1 год. Почему такие выводы и кому придется больнее всего? Не нужно быть большим экономистом или аналитиком, чтобы предсказать очевидное. Чем крупнее экономика, тем больнее падение. В США из-за коронавируса аналитики уже предсказывают самые серьезные потери со времен Великой депрессии. Страна может лишиться до 5 миллионов рабочих мест. В первую очередь в сферах туризма и обслуживания, которые оказались практически парализованы из-за страха перед эпидемией. Спрос на авиабилеты в США упал рекордно, почти на 80%. Колоссальные убытки несут и отели, рестораны. Представители бизнеса заявляют, без государственной поддержки им не выжить. Власти уже разработали антикризисный бюджет объемом более $1 триллиона. Однако из-за разногласий в Сенате его так и не смогли одобрить. Вместе с США пострадают и страны с наиболее, если так можно выразиться, проамериканскими экономиками. Это Великобритания и Япония. Не лучше обстоят дела и по ту сторону океана. Убытки крупнейшей экономики Евросоюза, Германии, из-за вспышки коронавируса могут превысить 700 миллиардов евро, заявляют аналитики. Страна рискует потерять почти 2 миллиона рабочих мест. На фоне этого многие из них полагают, что Европа уже вступила в рецессию. Другие считают, что она вот-вот наступит. Но мы не будем сейчас сгущать краски. Понятно, что непростой период ждет и нашу российскую экономику. Пока говорить о глобальном финансовом кризисе все-таки рано. К тому же есть предпосылки, что худшего все-таки нам удастся избежать. На чем основаны эти прогнозы? Давайте разбираться. Эксперты, прогнозируют серьезное снижение темпов экономического роста, это понятно. При этом они же заявляют, что повторение финансового кризиса образца 2008 года маловероятно. Против этого говорят следующие аргументы. Во-первых, тогда, если помните, причиной кризиса во многом послужили проблемы на рынке недвижимости в США и странах Европы, банкротство банков. Сегодня можно говорить, что те уроки не прошли для нас даром. Банковские балансы выглядят значительно лучше, хотя проблемы, конечно, имеются. Во-вторых, эпидемия коронавируса негативно повлияла на мировой товарообмен, однако она не затронула структуру экономики. В данный момент затормозился экономический рост, поскольку нарушены транспортные коммуникации. На заводы не поступают комплектующие, а рабочие вынуждены сидеть дома. Именно поэтому Организация по экономическому сотрудничеству и развитию ОЭСР предупредила, что темпы роста экономики в этом году могут снизиться вдвое, а Германии угрожает рецессия. В этой связи важно, считает ОЭСР, чтобы государство и центробанки внесли свой вклад в восстановление экономики, не позволили кризису стать затяжным и втянуть в водоворот значительные сектора экономики. В-третьих, когда эпидемия пройдет и транспортные коммуникации будут восстановлены, работники вновь появятся на своих рабочих местах. Производители будут с удвоенной силой поставлять комплектующие. Преодоление возникшего дефицита может потребовать дополнительных усилий, и это приведет к стремительному росту производства. Как и при всех ранее имевших место кризисах и эпидемиях, за резким падением последует такой же быстрый рост. Алгоритм восстановления не изменится и на этот раз. Ну и в-четвертых, в результате нынешнего кризиса предприятия будут более тщательно выстраивать производственные цепочки. Многие задумаются о производстве комплектующих у себя дома или в близлежащих странах, вместо того, чтобы импортировать их из Китая. Иначе говоря, продолжится процесс регионализации или образования новых экономических зон.
Примечательно, что правительство Германии уже призывает в этой связи положить конец чрезмерной глобализации. Конечно, все это предположения, прогнозы, как реально будет разворачиваться ситуация, сказать не может никто. Потому как никто не знает, как изменится в результате кризиса поведение простых граждан, инвесторов и правительств. Не исключено, что с наступлением лета эпидемия сойдет на нет сама собой, и мировую экономику ожидает мощный восстановительный период. Этот вариант также вероятен, как и более разрушительный сценарий. Возможно, реализуется некий третий промежуточный вариант. В любом случае, экономике понадобится помощь со стороны государства и центробанков. Биржи надо спасать от краха, а предприятия от разорения. К слову, в ходе кризиса 2008 года государства уже продемонстрировали, что они могут весьма эффективно содействовать стабилизации. В любом случае, неплохо в этой ситуации вспомнить еще одну народную мудрость. Нужно всегда надеяться на лучшее и быть готовым к худшему. Из любых положений есть выход. А для нас эти трудности еще и возможность поискать дополнительные резервы для роста экономики. Сегодня мы их поищем в сфере энергетики. Смотрите в этом выпуске. Эффективная энергетика, какую роль она играет для развития экономики в целом и таких отраслей, как нефть и химия? Как в группе ТАИФ создавали и развивали собственное энергетическое направление? Что сегодня из себя представляет компания ТГК-16? Все расскажем и покажем. Масштабная модернизация в российской энергетике. Что конкретно будет реализовано в России и в Татарстане? Что это за программа такая ДПМ-2 и чем она так интересна? Ответы на многие вопросы узнаете из нашей рубрики подробнее. Энергетические проекты группы ТАИФ. Как они реализуются в Казани и в Нижнекамске? Какой эффект приносит экономике Татарстана? Все подробности в репортажах от наших корреспондентов. Раз уж мы вспомнили кризис 2008 года, давайте будем объективны и справедливы. В какой-то части он был нужен и экономике, и обществу. Да, были печальные разрушительные последствия, было банкротство компаний и банков, но было и пусть жесткое, пусть болезненное приземление наших взлетевших запросов к нашим реальным возможностям. Лопнули многие финансовые пузыри, в том числе ипотечные. Так это хорошо. Мы умерили наши финансовые аппетиты. Я сейчас про нас, потребителей. Повысилась финансовая дисциплина среди компаний. Ушли с рынка неэффективные слабые банки. Так это тоже неплохо. После сильного падения наступил достаточно хороший подъем. А это уже классика экономической теории и практики. Так и эта ситуация с пандемией, я уверен, нас многому научит. Наша зависимость от мировых производителей комплектующих оборудования не должна иметь критическое значение для страны. Нужно выстраивать таким образом производственные цепочки и схемы, чтобы максимально задействовать местные региональные компании. Это один из факторов устойчивости экономики в целом. Ну и, наконец, давайте обращать более пристальное внимание на наши сильные и слабые стороны. Одни еще больше усиливать, другие по возможности снимать. Как это можно делать на практике? Вот вам наглядный пример. Энергетика для промышленно развитого Татарстана с советских времен не была сильным местом. Особенно от этого страдали потребители, в частности Казани, и энергоемкие отрасли, такие как нефтехимия. Для группы ТАИФ в какой-то период это стало серьезнейшей проблемой, тормозом в развитии. Однако после образования энергетической компании ТГК-16, в состав которой вошли Нижнекамская ТЭЦ ПТК-1 и Казанская ТЭЦ-3, удалось не просто снять многие острые вопросы, но и создать мощный энергетический плацдарм для всей татарстанской нефтехимии и нефтепереработки. История создания и перспективы развития ТГК-16 в нашем обзоре. Что ни говори, а во времена Советского Союза умели мыслить масштабно, с перспективой. Плановая экономика СССР при всех ее отдельных недостатках имела очевидные достоинства. Одно из них – перспективное планирование в промышленности. Если завод и строили условно в чистом поле, то вместе с ним вырастали целые города с теплоэлектростанциями, институтами, школами, детсадами.
Когда строили Казаньоргсинтез и Нижнекамск, Нефтехим практически параллельно с этими гигантами возводили Казанскую ТЭЦ-3 и Нижнекамскую ТЭЦ ПТК-1. Эти станции были образованы еще во второй половине 60-х годов прошлого века как базовые станции крупнейших предприятий республики – Казаньоргсинтеза и Нижнекамск Нефтехима соответственно. Именно благодаря самоотверженному труду энергетиков советские нефтехимические объединения Казани и Нижнекамска, а также жители этих городов получили надежные источники тепла и электроэнергии. Со временем нефтехимические и нефтеперерабатывающие предприятия, входящие в группу ТАИФ, стали потреблять более половины всех энергоресурсов, вырабатываемых на территории Республики Татарстан. Таким образом, задача создания собственной генерации стала для АО «ТАИФ» приоритетной. К ее непосредственной реализации в компании приступили в 2010 году. Именно с этого периода ведет свою историю энергетическая компания ТГК-16. С момента включения Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ ПТК-1 в состав группы генерирующие мощности были серьезно модернизированы, что повысило качество их работы и объемы выработки тепловой и электрической энергии. Так, в 2018 году Нижнекамская станция вышла на максимальный с 1985 года годовой объем отпуска тепла. Аналогичный рекорд обновила и Казанская ТЭЦ-3 по выработке электроэнергии в комбинированном цикле. Примечательно, что при этом существенно снизился показатель удельного расхода условного топлива при выработке электрической энергии с 2011 по 2018 год. Он составил 232,5 грамма на киловатт-час, что лучше общероссийского показателя 309,8 грамма на киловатт-час. В планах компании сохранить эту тенденцию, наращивать объемы выработки, сохраняя высокую эффективность производства. Мы вышли на совершенно недосягаемые прежде удельные расходы топлива, резко подняли экономичность, подняли надежность электроснабжения и теплоснабжения города Казани. То есть станция сейчас уверенно может смотреть на ближайшие 30 лет. Одним из ключевых этапов программы по модернизации станции стал ввод в 2017 году в эксплуатацию газотурбинной установки на Казанской ТЭЦ-3, реализованной на базе новейшей газовой турбины H-класса. Это дало возможность удвоить установленную электрическую мощность и утроить выработку электрической энергии. При этом долю затрат на приобретение тепловой энергии на ПАО «Казаньоргсинтез» удалось снизить в 2,5 раза по сравнению с 2009 годом. Эффект получился двойным и даже тройным. С одной стороны, Казаньоргсинтез получил оптимальную, надежную схему тепло- и электроснабжения, что положительно сказалось на его конкурентоспособности. С другой стороны, такую же надежную схему и энергоресурсы по оптимальным тарифам получили и все другие потребители Казани, в том числе жители быстрорастущего микрорайона Салават-Купере. В-третьих, как это ни парадоксально, при значительном увеличении мощности экологическая нагрузка не увеличилась, а наоборот стала меньше. Все дело в используемых передовых технологиях. В новой газовой турбине внедрена инновационная камера сгорания, которая позволяет существенно уменьшить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, тем самым сократив негативное воздействие на окружающую среду. Внедрена автоматическая система контроля промышленными выбросами. Реализуются ресурсосберегающие технологии. Схожие результаты и в Нижнекамске. Нижнекамская ТЭЦ ПТК-1 за это время также была серьезно модернизирована. Как итог, доля затрат на приобретение тепловой энергии в ПАО «Нижнекамск Нефтехим» уменьшилась в 1,6 раза по сравнению с 2009 годом. За 10 лет работы ТГК-16 уровень тарифов на тепловую энергию оказался существенно ниже уровня тарифов АО «Татэнерго» в 2010 году. При этом суммарный экономический эффект для группы ТАИФ составил за этот период более 88 миллиардов рублей. Компания ТГК-16 – это не только эффективные станции и гигаватты мощности. Это прежде всего люди. Производственные успехи компании – это в том числе результат продуманной социальной политики. Условиям труда и дополнительным гарантиям в компании уделяет особое внимание. Большую роль играет профилактика физического состояния персонала. С момента создания в ТГК-16 действуют коллективные договоры. В документах учтены основные принципы, льготы, гарантии и компенсации, на которые имеют право сотрудники. Компания активно занимается благотворительностью и спонсорскими проектами, реализует жилищные программы для своих работников. Как наиболее эффективно и быстро развивать отечественную энергетику, а главное, где найти для этого средства.
Есть механизмы, причем работающие. Один из них называется ДПМ. Если кто не знает, расшифровывается он так: договор о предоставлении мощности. Как действует программа на основе ДПМ и почему был придуман такой механизм? Суть вот в чем. Тарифы на электроэнергию в России такие низкие, что не окупают инвестиции в строительство новых объектов. Поэтому был придуман механизм ДПМ. Работает он так. Инвестор обязуется в указанные сроки ввести в строй определенный объем генерации, построить новую станцию или модернизировать старую. Взамен он получает гарантию возврата инвестированных средств через повышенную стоимость продаваемой мощности в течение 10 лет. Невыполнение взятых на себя обязательств предусматривает жесткие санкции. По программе ДПМ уже была построена большая часть объектов. Что придет на смену программе ДПМ, узнаем у Руфины Мукминовой в рубрике «Подробнее». Добрый вечер, с вами рубрика «Подробнее». Итак, начнем с краткого экскурса в историю. Вспомним, что представляла собой энергосистема России на пороге масштабной реформы. В 2008 году российская энергосистема отставала по технологическому развитию от аналогов в странах Западной Европы лет так на 15-20. Внешне мы жили нормально и, наверное, могли бы так жить и дальше. Однако энергосистема скатывалась в экономическую неэффективную долговую яму. Требовались незамедлительные меры. Поэтому в момент разделения единой энергетической системы по видам бизнеса появился механизм ДПМ, или иначе договора о предоставлении мощности. Это механизм, предназначенный для ввода новых объектов генерации. Он подразумевает заключение поставщиками и покупателями агентских договоров. Заключая договор, поставщик принимает на себя обязательства по строительству и вводу в эксплуатацию новых генерирующих объектов. В свою очередь, поставщику гарантируется возмещение затрат на строительство через повышенную стоимость мощности, которую оплачивает потребитель. За время действия первой программы ДПМ было обновлено около 15% всей установленной электрической мощности в России. За период с 2008 по 2017 год было затрачено около 4 триллионов рублей инвестиций. Таким образом, российская электроэнергетика вступила в период тотального обновления стареющих генерирующих мощностей, который определит ее облик на много лет вперед. Поэтому вслед за программой ДПМ вступила в силу новая программа ДПМ-2, которая предполагает обновление парка старых тепловых генерирующих объектов. В результате конкурсных отборов Минэнерго определила самые экономичные и эффективные проекты. Среди них 4 паровые турбины компании ТГК-16, 1 на Казанской ТЭЦ-3 и 3 на Нижнекамской ТЭЦ ПТК-1. Мы отправились в компанию ТГК-16, чтобы поподробнее побеседовать с экспертом. Как реализовывается программа в современных реалиях, узнаем прямо сейчас. Чтобы поговорить о программе ДПМ-2 поподробнее, мы приехали в компанию ТГК-16, это энергетическая компания Татарстана. И побеседовать мы сегодня хотим со специалистом, который непосредственно этим занимается, Булат Гиниатуллин, начальник отдела энерготрейдинга. Булат Анварович, спасибо вам, что согласились нас принять у себя в гостях. Добрый день. Здравствуйте. И так, мой первый вопрос. Все-таки хочется, чтобы телезрители наши об этой программе узнали из уст специалиста. Расскажите нам об этой программе, как она реализуется в компании ТГК-16. В феврале 2019 года вышло постановление правительства Российской Федерации номер 43 о проведении отборов проектов модернизации генерирующих мощностей тепловых электростанций. Этим отбором предусмотрено отбор проектов модернизации станций. Суммарной мощности подразумевается отбор 39 гигаватт на сумму ориентировочно 1 триллион 350 миллиардов рублей. Отбор проводится поэтапно. В 2019 году проведены отборы на 2022-2025 годы. В 2020 году планируется отбор на 2026 год. Последний отбор планируется провести в 2025 году с началом поставки мощности по этим проектам с 2031 года. А на сегодняшний день какие уже мощности модернизируются по этой программе? Началась ли уже работа? В нашей компании в отборе на 2025 год прошли 4 проекта. Это 1 турбина по Казанской ТЭЦ-3 и 3 турбины по Нижнекамской станции. Суммарная мощность проектов 317 мегаватт. Работы по этим проектам пока только на начальном этапе. Сейчас проводятся переговоры с заводами, изготовителями турбин, составляются планы, графики работ.
В общем, основная часть работ, то есть непосредственно замена оборудования, демонтаж, монтаж, планируется в 2024-2025 годах. А вот интересно, как раз-таки вы говорите, что уже ведутся переговоры с заводами. Понятно, что программа подразумевает возмещение средств, да, на то оборудование, которое будет модернизироваться. А не уступает ли вот отечественное оборудование зарубежному все-таки? Проблема это есть, поэтому, в принципе, программа и предусматривает в первую очередь модернизацию теплового оборудования с заменой именно на оборудование отечественное. То есть программа предусмотрена в том числе развитие отечественного энергомашиностроения. Для этого предусмотрены жесткие меры по локализации производства. То есть все заменяемое оборудование должно быть произведено в Российской Федерации. Но у вас при этом есть право выбора поставщиков оборудования или все-таки вот есть какие-то регламентированные компании, которые по программе представлены? Отечественные поставщики все могут участвовать в этом отборе. А какой экономический эффект вы ожидаете? Основной эффект от модернизации – это все-таки повышение надежности работы оборудования. Надо понимать, что станции ТГК-16 являются поставщиками тепловой и электрической энергии крупным химическим производством. Поэтому модернизация позволит продлить срок службы этого оборудования как минимум еще на 30 лет, обеспечив должную надежность и эффективность, обеспечить должную надежность и эффективность поставки тепловой и электрической энергии потребителям. А в следующем году планируете участвовать в подобной программе? Да, безусловно. Оборудование ТГК-16 введено в эксплуатацию в конце 60-х, 70-х годах. Оно уже полностью выработало свой парковый ресурс, поэтому требует обновления, модернизации. Будем участвовать обязательно. Спасибо вам большое, Булат Анварович, за такой интересный разговор. Будем рады видеть вас в гостях в нашей программе. В дальнейшем приходите. Я уверена, вам есть что рассказать. Спасибо. Как мы уже не раз говорили в выпусках нашей программы, эффективная энергетика – это ключ к успеху и в других секторах экономики, в промышленности и в бизнесе. Один из самых наглядных примеров – Казань. Еще совсем недавно, лет 5-10 назад, это был типичный энергодефицитный район со всеми вытекающими отсюда в плане надежности и комфортности для потребителя последствиями. Многое изменилось после масштабной модернизации и реконструкции Казанской ТЭЦ-3. Изменилось и для жителей столицы, и для крупных казанских предприятий. Руфина Мукминова продолжит. Электроэнергетика – это кровеносная система нашего города. От света и тепла зависит жизнедеятельность ведущих предприятий, а самое главное – и жизнь казанцев. Благо, в наше время мы не можем жаловаться на сбои в поставках энергии. Энергетика шагнула далеко вперед. Это сказалось и на технологиях, внедряемых на станции, и на работе самих ТЭЦ. На одну из них мы отправимся прямо сейчас. Одной из самых крупных промышленно-отопительных станций в столице Татарстана является Казанская ТЭЦ-3. На сегодняшний день она обеспечивает электроэнергией и теплом предприятия города, а также 3 района северо-западной части города. Уникальное географическое положение станции позволяет поставлять энергию в стратегически значимые для республики промышленные предприятия, обеспечивая тем самым их бесперебойную работу. Только представьте себе, Казанская ТЭЦ-3 поставляет тепло в такие предприятия, как тепличный комбинат «Майский», Казанский завод силикатных материалов и Казанский завод железобетонных изделий. А большая часть тепла отправляется на Казанский органический синтез. Казань-Оргсинтез потребляет как тепловую энергию, так и электрическую энергию. Тепловая энергия может разделяться на тепловая энергия в горячей воде и в парах. То есть Казань-Оргсинтез потребляет полный спектр, и за 2019 год было потреблено органическим синтезом порядка 2 миллионов гигакалорий. С 1 июня 2010 года Казанская ТЭЦ-3 является филиалом АО ТГК-16. С этого момента на станции началась новая жизнь. Мощности начали модернизироваться, объемы производства с каждым годом только наращивались. С момента появления ТГК-16 затраты предприятий группы компании «Таиф» на приобретение тепловой энергии сократились в разы, тем самым обеспечив конкурентоспособность выпускаемой продукции. На сегодняшний день установленная мощность Казанской ТЭЦ-3 789,6 мегаватт
мегаватт. Для решения технологических и экологических проблем ТКК-16 принимает комплексный подход. Регулярно проводится ремонт и модернизация существующего оборудования. Вводятся современные технологии. Например, в 2017 году на Казанской ТЭЦ-3 состоялся запуск самой мощной в России газотурбинной установки. Эти технологии позволили снизить расход топлива и увеличить мощность Казанской ТЭЦ-3 в 2 раза. Сегодня его обслуживанием занимаются совместно с зарубежными специалистами. Что касается иностранного оборудования, это газотурбинная установка производства General Electric у нас на Казанской ТЭЦ-3, ГТУ, турбоагрегат номер 7, как мы называем. Она имеет свою специфику по своему графику проведения инспекций. В этом году запланирована большая инспекция тракта горячего газа, которая будет выполняться в августе месяце с привлечением специалистов General Electric. Экономический эффект для группы компаний «Таиф» от создания ТКК-16 не заставил себя ждать. Ключевой для ТКК-16 является реализация программы энергосбережения на станциях. Новые технологии позволяют тратить меньше топлива на собственные нужды станций. Все модернизации в основном отражаются как в плане надежности, так и в плане экономичности. В плане экономичности это повышение коэффициента полезного действия как модернизируемых установок, так и вновь внедряемых. Образом, ТКК-16 стала лидером по топливной экономичности среди энергокомпаний с комбинированной выработкой энергии и тепла. Сотрудники ТКК-16 нацелены на решение одной общей задачи – обеспечение надежной и бесперебойной энергосистемы на благо Республики Татарстан. На этом у нас все. С вами была программа «Реальная экономика» и я, Тимур Бекмурзин. Удачи в делах и финансового благополучия. Встретимся на телеканале «Новый век». До свидания.